Доброй ночи. В эфире программа «Новости», в студии Зураб Центроев. Накануне завершился последний день священного Рамадана, месяца, в котором мусульмане испытывают силу своей веры, соблюдая строгий пост. Через несколько часов начнется трехдневный праздник Разговения. По такому случаю в мечетях совершается специальная молитва. После этого верующие посвящают все свое время родным, родственникам и друзьям, поздравляя их с праздником и желая благословения Всевышнего. Жителей Чечни с праздником Ид-аль-Фитр поздравил муфтий республики Салах Межиев. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان سيلع بالبركة بالتعبغة حامي مخوي تقيت شي عيد وزغلوش دال ويقام دوش دول مارخن شقوبل دول وزغلوش دال ويدين دول عبادة دين دول لامش تراويح تاق ساغن هم يلر من الله خش أغور ديل ريز وغير شوين يلشل عمل عبادة وزغلوش دال قابل ديل يرى عيد دوق دو عيد دي نح عيد بيسان دوين سعا ديل قخية تمتبي الخش تسعن ساح شعا ازر سق جوجت وحق خل والشل ازر سق داله شي قخية تمحلها باقنا جوجت أرى حلق يتشتدوز بيسيوز ددوز دال شي ملايك اشكا شي ملايك شو تشخيتلش شي إلش محمد صلى الله عليه وسلم سن أمة جشتن وشون شابوشا دال جشتشتل ددوز وزخلوش دال جشتن قية بين دال انتراء والجورة صرا حلقة دالله ديق الخلشتوبنا دايلق وي إلشن أمة عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Рамзан Кадыров вместе с соратниками побывал на кладбище в селении Цинтарой. Здесь похоронены родственники, односельчане и соратники первого президента республики, которые с самого начала трагических событий были в команде Кадырова. Глава республики отметил их роль в истории чеченского народа. Подходя к могилам, он вспоминал их добрые дела и героические подвиги. هوكا بينتا بغيت دوك ويدوي وهوك دخل شوية كاتشينا هوك كوتش دوك ويمنج أو ويبامش كل شيء بيل هو اللي شيء ويمنج أو دويد اللي شيء ويمنج أو ميري اللي شيء هوك كوتش هوك على بول دانا تخن بيوين دان هوك بحبوك تالر بس بقى جي هوك يا ولا شيء أديك نقدر اختار ده حضان ديك كان سوي سموه ده حد أيوة في بيتكشات إتشاق كشاق شو تندي دان ده إتش بيت دان وين دان ده دانا شيء كتير شر فيزر صو ده الخيط ولا خيط شادي ديجي وليه في رمضان إمش ولا شيء نحبه لا كنت بقى توام تبغى قاعد سامي ديل ريز وغير شلون كان ده يوم تدير غير شلون ديل دوك دال شيء ده حق ده أو يزهان دوين صوت أحد ديل دوين ديل دوخ باي خودن ديل إنه شنجتش ده هو ريز خيل توب نخدي أحوال أو مخ كشة دعوة ديل دوخ يحيى ولا ما يدين اللي كانت نسبة كان عبيه كان ده الغاز قبل دوفه شايف بالله وقالوا لن تمسنا وين لي دوشلو وين بنقبل على كده تسوي بالله لا شيء قوم ده شيء قوم ده ولا هو هذا يسلو ده يلا نيتنا Здесь же после азана на вечерний намаз, ознаменовавший также завершение священного месяца Рамадан, Рамзан Кадыров поздравил всех соратников с праздником Ид-аль-Фитр. شر مارخي بوستابا اليرا دون خيني داخل تويلوي موكشل دويلوي دون دالا ويقوم خي سو باي داخل تويلوي دا مولا موس بوسو باش حاشو موسو نا يطلع دابا بمارش داخل سدوس كوي دون دا اما ايدي حق ويدير دون دا اما وي دايش نان واش دوزو سي وي تيش منا واش دون سانس داخل دالا وي قبل دويل دا برت صعب ايش داخل تويل تا هو قافلات تك دون основной дон нагруз шунти аю дон безопасность парато марш бок шуг дад дон та вой та яхдол كشنش دون بارستون وينا وستيدان تغل ده خير ده الوقتيش عمد عن قاعدنا ده لهنا وستبوت ده راز قبل دوله ده برت إيش ده كده مسألة.
Последний ифтар этого года глава Чечни решил провести в кругу самых близких. К времени вечерней молитвы он отправился в дом своей матери Аймани Несиевны. Многочисленные внуки вместе с остальными родственниками поздравили ее с праздником и пожелали благословения Всевышнего. За большим столом собрались Магомед Кадыров, сестры Зарган и Зулай, снохи и племянники Рамзана Кадырова. После совместного разговения они отметили окончание священного месяца красочным салютом. Ойсхара претендует на роль одного из животноводческих центров Чечни. В поселке построено современное предприятие, которое в перспективе должно обеспечить молоком весь регион. О том, как это будет происходить, глава Чечни обсудил с представителями иностранных компаний, которые возвели комплекс. Современное предприятие, готовое к конкурентной борьбе. Так характеризует этот комплекс представитель компании-застройщика. Он рассказал Рамзану Кадырову о преимуществах проекта. Здесь использованы технологии, применяемые в странах Запада. Это доильный зал. Possibility of 2 times 28, so can 56 cows can milk. С каждой стороны по 28 мест, то есть одновременно можно доить 56 голов. This is a very modern stable we Это очень built also in Europe and in America everywhere. Это очень современный проект. Именно по такому проекту строятся подобные комплексы в Европе и в Соединенных Штатах Америки. По словам чеченского премьера, новый животноводческий комплекс позволит региону отказаться от закупок молока из Ставропольского края, а в перспективе придется думать и о строительстве сыроваренного завода. Главное условие чеченских властей перед поставщиками крупнорогатого скота – защита от болезней. Это предприятие должно стать первым в России центром, свободным от надлярного дерматита. В дальнейшем этот опыт будет распространен и на другие регионы страны. Есть поручение главы республики, чтобы мы здесь сделали базу и отсюда на всю Российскую Федерацию уже планировали, как с ней бороться. Вот, как бы это проблема государственная. И Рамзан Ахмадович нам эту задачу поставил, нам нужно это начать решать. Безусловно, что от решения этого вопроса зависит дальнейшая судьба проекта. Мы говорим, вот, что мы хотим отсюда начать, чтобы вот, это было показательный нам, проект и последующим, чтобы распространить по всей России. Very possible. Да, это естественно возможно и нужно делать. В этом году на предприятии появилось на свет 389 телят. Рамзан Кадыров решил сам проверить здоровье молодых бычков. Это уже теленок, рожденный в Чеченской Республике. Происхождение Чеченской Республики. 100% коренной, да. Рамзан Керимов, Джамал Хаджалиев. Новости. В списке кавалеров ордена Кадырова еще 2 фамилии. Глава республики наградил 2 сотрудников элитных подразделений. Об этом стало известно в ходе инспекции базы Собор-Терек в селении Цинтарой. Он поблагодарил сотрудников за работу и поздравил бойцов с праздником Разговения. Ровные шеренги и новейшая амуниция. На плацу базы Собор-Терек выстроился личный состав подразделения. К правоохранителям приехал глава республики. Рамзан Кадыров поздравил собравшихся с окончанием священного месяца Рамадан и отметил высокий профессионализм сотрудников, поблагодарив за образцовое несение службы. Салам алейкум! Da bak Allah busam nas doel weg. Da bak Allah do aan weli los tek shit do khali toel. Atana ashnaana har yurta. Yol shulqu baz dana yi. Saata khilch keper dana dig khaz dana parada kyosh. Aka профессионализм дана. Намного дана. Лекари yosh dana. Hayah shu أعتقد دانا صاير تعدان شو سن كارفور ما جد إس أعلى دخو خانو ودلع سن دانا تغن سن أسلوبش شوش تغن سن دانا تخدان شادرك بيوكو لاتش بش هو لخوه هير ويباش بدك دوخ إس كذا أعلى دخو شادرش دان شادرش شو دقيقة شو نبركل دين رئيس خلا بوخ شو دان أصلا نوع دان على مقداش دانا متى غلريش دقة
نديت ساديش تيجي ناخده سندر شونا أجري حلا دانا حسين نادانا بركل دير يصل سون فيش عوا حسين عوا حسين دان شلون دانا وين دير هردال دير الويله بقلا دانا أو كوش دلا دان بقلا دان بعد بغير سندان دال دينه دوير سندان ألا كمان دير أسقطني كمان دير تاع دان حسين هو هندا شيء هو دان سون دقادالي حال خم دان دايم ديس شغله دان سون دقادالي هم دندو دان أسدنا على أج شو خلص بيوقع عم تنتعامل مع بس دان أخو قاعد دوقو كمان دير خيس بلا دوقو كراتش خيس بلا ده أحتاج إنسان نظام دوش دين تي سبورت تي جرد ليل ورتوخر سفاز كارت مصو ما دان تعاوي خلا دات نحالهم باش إيش أصله يستغله ده لا دان أصله جو شن تعاوي إيش دان إذا شو ثاني كمان ديرو بوق ديش كمان ديرو شنو لا أخو إيش دانه أو يرتع دانه أغري أونيا كنا يوم متشكا أشباه بردو دان ده بيعي بالكتيبل ده مصو وش مالر دويل. Здесь же состоялось награждение особо отличившихся сотрудников. 20 правоохранителей отмечены высокими наградами. 2 бойцов получили из рук главы региона орден Кадырова. Остальные же правоохранители награждены медалями «Заслуги перед Чеченской республикой» и «Защитника республики». В свою очередь, стражи закона поблагодарили Рамзана Кадырова за помощь и поддержку. Награждается орденом Кадырова майор полиции Жаватканов Руслан Султанович, заместитель командира отряда, начальник 2-го отдела СОБР, полиции ГУ МВД России ПСКФО. هردون سبيرو نيدون هراهم بجري حبوش بقى تحاخي على اللي ما تقوس ما تحوش وانا هو لك ملخو دون اوجي سمت كيز وين اجي داو شوي دون وشو دا دوكو اول دا مصوش اول دون. Награждается капитан полиции Межидов Хусейн Халидович, старший оперуполномоченный отделения физической защиты 1-го отдела СОБР Терек, полиции ГУ МВД России ПСКФО. Ранал Павлович, я думал, что вы бежите, так вы марнис обл дал обл дуэла дала, сау дуэла амели лустик. На хомак хаднерсен так и занш дайтен, так хомак дайтен таш, хейт пачалшка, мос суметя. Эмайни кик хакик такот мисна меткилая, дал обл сау дуэл, дал марнис обл дуэла мастери, дели илчи усташи су амели лустик. يلوشتك وشحال حق ويكلد بحكن شنا بوش بوجنا بليغونا بيرشنا ليوتشدو حالا فيني نجي يوز أسلوبي أتغنى يا أيو ملا يو دعويج متكيو خاك ماشي يو تغنى وان بوبر أحيك شنا problem يوتي مسلمان عمني يشوي وين ويشتهني مسلمان دوشتو كم أحيك شن تجا حالا وار شاهر بوش داغني Общаясь с личным составом, Рамзан Кадыров напомнил правоохранителям о том, что сегодня созданы все условия для полноценной военной подготовки сотрудников, а вооружение и амуниция у чеченских силовиков самое передовое. Эка идолшня, цалли чадо, деха техники очня, связи очня, уэдел до амра, идахит дуэдон, до конца литр дуэбо. Здесь же Рамзан Кадыров вместе с соратниками почтил память боевых товарищей, погибших при исполнении служебного долга, и в завершении встречи сделал памятное фото с правоохранителями. Рамзан Керимов, Магомед Умхаев, Джамалаил Хаджалиев. Новости. Впервые за долгие годы семья Джабраиловых из Грозного встретит праздник Разговения в комфортных условиях. Лариса Джабраилова с дочерью жила в ветхом жилье и не могла себе позволить ремонт. Поэтому и обратилась в фонд имени Кадырова. Продолжение истории в материале Луизы Хатуевой. Без салата оливье не обходится ни один праздничный стол, поэтому Лариса спешит нарезать все необходимые для него продукты. Ведь уже завтра она вместе с дочерью сможет отметить главный праздник мусульман в обновленной квартире. Так она выглядела раньше. В таких условиях женщина вместе с дочерью жила более 20 лет. Средств на ремонт не было. Зарплаты хватало только на оплату коммунальных услуг. Тогда дочь Марха обратилась за помощью главе республики. Правда, матери о своем решении не сообщила, постеснялась.
Так со временем ишцеки укрдоти хейна мичиохчи балцакар биаш маргадуаш шворшараш ваита хашда ваит мехтик боч сагатлуш ашерсо таиш сайчва ашхайна дагденир ксундела астунгязич тому ягодирда цартисун я. Ремонтные работы начались незамедлительно. Буквально за 2 недели квартира приобрела совершенно новый вид. Купили для семьи и мебель. Все затраты взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. И теперь семья перебралась в свое уже новое жилье. Даже кот Барсик нашел для себя уютное местечко. Пока женщины готовились к празднику и обустраивали квартиру, к ним приехали гости, глава Ленинского района и представители регионального фонда, чтобы поздравить новоселов. Тхалар ми пачах Рамзан Ахматович. Тюн нен айманин док баркал ал ордер тхун. Тхун хоккол хазат ена дика ялсман самхар чюнш дахитин. Тхо мархин кетчдел тахан лерчдина кетчду тхо. Док сарди нацар тхун дал сар дойл сервизиндел. После небольшой экскурсии по квартире женщину ожидала еще одна приятная новость. Гости пообещали помочь дочери Мархи получить высшее образование. Теперь семья сможет отметить Ид-аль-Фитр в обновленной квартире, не стесняясь приглашать гостей. Луиза Хатуева, Магомед Думхаев. Новости. Новоселье справил и житель села Цоци-Юрт Мансур Ахьядов. Ключи от нового дома, построенного за счет средств регионального общественного фонда, ему вручил руководитель секретариата главы Чечни Идрис Черхигов. Здесь созданы все необходимые условия. Есть кухня, гостиная и спальные комнаты, которые обставлены новой мебелью. Также семье вручили ключи от нового автомобиля Hyundai Solaris. Мансур получил серьезные травмы, не по своей вине попав в автоаварию. Длительное время лечился, остался парализованным. Он не имел жилья и возможности построить или приобрести дом. Также ключи от нового дома со всеми удобствами получила семья сотрудника правоохранительных органов Ибрагима Дишниева. Он погиб 12 лет назад при исполнении служебных обязанностей. У него осталось 6 детей. Вскоре они осиротели, потеряв и мать. Семья не имела своего жилья. Узнав о тяжелой ситуации, президент регионального фонда Аймания Несиевна поручила возвести для них новый дом. Стройку в станице Асиновская завершили за короткие сроки. Ид-аль-Фитр в новом доме отметит и семья Хамбатыровых из села Шалажи. Благодаря финансовой поддержке регионального фонда в течение 2 месяцев для них возвели жилье из 5 просторных комнат с общей площадью 156 квадратов. До сих пор семья из 8 человек была вынуждена ютиться в доме малопригодном для проживания большой семьи. Поздравить новоселов сюда прибыли односельчане и официальные лица. Позже собравшиеся прочитали дуа, прося милости Всевышнего. Что подшига по обратиться что حلش دكتاتور شيء что وضع عالي تقوي قولي يقول قيوش أي ماي ويمحنا يا رئيس ويسونا وصو شيء نعم خيرني عاقان طلبة كتنا سين واشتوانا دوما شتو ده بيحكي دويل الغوز ده دويل شو شو ده رئيس ويبتش عنا خويل أي ماي خويل دق نا وصل لنا وقتنا ده تخيس تأخير إلى 10 ده ملا ده مار بحتة بيش بحتة. Около 500 тысяч цветов появилось на улицах Грозного с начала этого года. Речь идет не только о привычных для Кавказа растениях, но и экзотических сортах из других стран. Еще одна задача, стоящая перед сотрудниками зеленостроя – сделать цветочные композиции необычными и интересными. Насколько им это удается, выясняла Илина Дадаева.
Для того, чтобы турецкая гвоздика прижилась на улицах Грозного, работники Зеленстроя регулярно поливают ее, рыхлят почву, при необходимости вносят удобрения. Вместе с геранью, тагетисом, красулей и георгинами она составляет единую композицию. При создании этого цветника дизайнеры нашли оригинальное решение. Они разбили его в специальной повозке, которая расположилась на круговой при въезде в город. Всего же на улицах Грозного этой весной появились 48 необычных мобильных конструкций. У нас озеленением в городе Грозном занимается наш МУП «Зеленстрой» с очень высокопрофессиональным коллективом. Прежде чем посадить деревья, создать композиции, образцы, они предварительно согласовывают с комитетом городского хозяйства, с мэром города Грозного. И мы отбираем самые, которые могут привлекательно в нашем городе выглядеть, и потом они претворяют это все в жизнь. Флористические решения специалисты Зеленстроя ищут в интернете, заимствуют у других городов, при этом учитывают и национальные особенности. Так и появились на площади перед мэрией 2 цветочные башенки. Их лопасти заполнили черноземом, куда высадили цветки седума. Своевременно Мэрия Грозного нацелена на разработку оригинальных проектов с использованием современного ассортимента растений и новых технологий. При разбивке цветников специалисты используют щебень, природный камень. Также создают металлические конструкции в виде объемных фигур, многочисленные вертикальные вазы, живой календарь, бабочки и другие художественно-декоративные элементы гармонично вписались в цветочное оформление улиц и скверов города. صدقهم لسان نعني تصدق الموت ودي دقل أبيسك يجوشترين كوادا دي تعقل إشحاضو. Оригинальные флористические решения пришлись по душе как жителям города, так и туристам, которые убеждены в том, что Грозный возвращает былую славу самого цветущего города страны. Мне кажется, это просто великолепно, восхитительно, грандиозно и масштабно. И я думаю, что Грозный по праву завоюет славу города, зеленого города, вот так. Всего с начала года на улицах Грозного высажено до 500 тысяч цветов. Впрочем, теперь, помимо живых букетов, столичная мэрия устанавливает в городе и искусственные конструкции. Это одна из последних цветочных композиций, которые установили городские власти. Букет с тюльпанами стал излюбленным местом горожан и гостей столицы, которые приходят сюда фотографироваться. Элина Дадаева, Хаважи Мунаев, Джамал Эль-Хаджалиев. Новости. Чеченские пилоты стали победителями на 4-м этапе российской серии кольцевых гонок. Соревнования проходили в Сочи и собрали 19 участников из разных регионов страны. За происходящим на треках наблюдал мой коллега Хамзат Аюбов. «19 лучших гонщиков России на стартовой позиции лучшей трассы страны. Команда Ахмат Racing Team, начавшая сезон только с 3-го этапа, уже в числе фаворитов. Неплохая квалификация позволила представителям чеченской команды расположиться на 3-м, 4-м и 16-м местах. Огромное удовольствие. Трасса быстрая. Гаснут огни, и вот теперь начинаются попытки обгонов и улучшения стартовой позиции. Первый день гонок на сочинской трассе оставил массу впечатлений. До лучшего круга в заезде Виталию Дудину не хватило доли секунд. Представитель Ахмат Racing Team практически всю гонку шел вторым, вслед за одноклубником Романом Агошковым. Kia Rio под номером 85 прямо сейчас пересекает первую финишную линию под управлением Романа Агошкова. Первым на финише автодрома Сочи зрители увидели Романа Агошкова. 9 кругов, каждый из которых почти 6 километров. Гонщик Ахмат Racing Team проехал за 24 минуты 53 секунды. Второй представитель чеченской команды Виталий Дудин, который с порванным колесом все же приехал к финишу, оказался на 7-м месте. Не меньше интересного подарил и второй день гонок. Все представители Ахмат Racing Team в строю и в боевом настрое. Я от гонок получаю удовольствие. Это, можно сказать, жизнь моя. Поэтому то, что вчера случилось, медленный прокол, бывает всякое. Ничего, мы идем дальше, работаем над собой, работаем над ошибками, работаем с автомобилем. Поэтому надеюсь, что отыграться в этой гонке.
Президент Федерации автоспорта Чечни Ислам Барзанкаев, он же самый пилот, во второй день гонок получил небольшой удар, но, несмотря на аварию, все же сохранил за собой позицию квалификации, придя к финишу 16-м. Победитель первого дня гонок Роман Агошков приехал вторым, а Виталий Дудин, которого в предыдущем заезде подвело колесо, сегодня занял первое место. Давно не приходилось участвовать в чемпионате России. Ну, пришел, вспоминаю, тем более автомобиль новый, мне совершенно незнакомый. Не просто пришел, увидел, победил. Ну, стараемся. Тем более автодром, Сочи автодром для меня тоже новый. Мне не приходилось на нем выступать, поэтому ну, уикенд, если не считать вчерашний день, в принципе, более-менее удачный. С 10-й позиции стартовал, пришел второй. Это хороший результат. И, наконец-то, мы взяли кубок Ахмат Racing Team. То есть первый раз. Команда Ахмат Racing Team, которая не выступала в российской серии кольцевых гонок первые два этапа, в третьем и четвертом громко заявляет о своих амбициях. Чемпионат и Кубок России уже перевалили за экватор. Впереди еще 3 этапа, в которых чеченской команде в очередной раз предстоит побороться за итоговые очки. Не просто подиумы, как это было на первой его гонке, возвращавший его в гоночный пелотон. Олег Петриков, руководитель СМП РСКГ, вручает огромный золотой кубок. Четвертый сочинский этап российской серии кольцевых гонок не только улучшил личные достижения чеченских пилотов, но принес и командное первое место в классе национальный. Этой победой Ахмат Racing Team громко заявил о себе на всероссийском уровне. Когда мы все-таки решили назвать команду нашу в честь первого президента Чечни, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, мы много думали, насколько готова команда, насколько готовы пилоты участвовать, показывать результаты. Хотелось бы, чтобы команда, носящая имя такого великого человека, приносила все-таки и привозила кубки, победы. Ну, мы были уверены, что команда поедет неплохо, что есть пилоты, которые готовы показывать результаты. Мы были уверены в этом. Следующий этап кольцевых гонок пройдет уже через 3 недели. На этот раз лучших гонщиков России примет Москва. Полную трансляцию заездов можно будет посмотреть на телеканале «Грозный». А начиная с четверга и до воскресенья зрители телеканала смогут посмотреть и полные трансляции 3-го Грозненского и 4-го этапа в Сочи. Хамзат Аюбов, Булат Баканаев, Луиза Юнусова. Новости. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Алик Юэльшин.